Привітання. Привітання, сябры. Вы на канале 6tv.by. Сегодня я работаю для вас, Вячеслав Сикора, журналист. И у нас в гостях кандидат экономических наук Петр Мигурский. Петр Степанович, добрый вечер. Добрый. Очень вы понравились нашим зрителям, нашим слушателям. Заодно сразу хочу поприветствовать наших жителей чата, наших зрителей, которые пишут очень интересные вопросы, тем самым помогая мне вести программу. Спасибо. Да. К нам вот поступает здесь информация в Польше, что как-то что-то стало происходить на прилавках магазинов Могилевской области. То не появится, то пропадет. Да, помним мы такую интересную фразу, мне уже чатовцы написали, мы, говорит, вспомним, не успел, говорит, один у нас человек говорил, не успел взяться за яйца, пропало масло. Вот хотелось бы ситуацию прояснить, но прежде чем я спрошу по поводу прилавков, да, магазинов, хотелось бы в целом понимать, есть ли у вас информация, а кого она может быть, как не у вас, информация, как в целом ситуация экономики в Могилевской области, в сельском хозяйстве за последние 10 месяцев. И это как-то, можно ли сделать вывод какой-то по итогу 10 месяцев, то, что сейчас к нам доходят слухи. Мы бы не хотели говорить слово слухи, а хотели бы иметь факты. Ну, давайте сначала в целом по экономике поговорим. Мы, кстати, этого вопроса уже касались недавно в одной из передач. Тем не менее, валовый региональный продукт за 10 месяцев по Могилевской области увеличился на 0,9%. Это немного, но это один из лучших показателей по республике среди областей. Промышленность увеличила показатель на 4%, а вот промышленность Могилева вообще показала феноменальный результат. Плюс 20%. То есть чем гордиться в Могилевской области. Правда, вызывает некоторые сомнения показатели вторичного плана. Перевозка грузов сократилась на 5,7%, электроэнергия потребили на 1,5% меньше, и инвестиции на 0,5% меньше вложений. Поэтому, скажем так, пусть показатели, которыми гордятся чиновники, и будет на их совести. Что касается сельского хозяйства. В целом за 10 месяцев объем валового продукта снизился на 5,5%. Это очень большой показатель снижения. И что хуже, ситуация крупнотоварным производством. Кстати, по фермерским хозяйствам тоже. Минус 6,2%. По сути дела, лишь одна структура, которая сегодня может сказать, которым можем сказать большое спасибо, это личное подсобное хозяйство. Вот на них эта ситуация в экономике Беларуси, кстати, погодно-климатические условия повлияли меньше всего. Вот. Теперь давайте конкретно попробуем разобраться по агропромышленному комплексу и постепенно выйдем на те проблемы и на те сомнения, которые сейчас терзают душу могилевчан и на территории Польши. Во-первых, допустили огромнейший провал по зерну, почти 20%. Ого. Картофеля меньше, на 4%. Овощи 35%. Сахарные свекла 69% к уровню прошлого года. Мясо меньше, на 14%. Ну, есть два сладких таких показателя, как молоко 104% и яйцо 13%. Вот. Петр Степанович, как-то не пляшут все эти цифры. Вы начали за здравие, а закончили за упокой. В чем дело? Вот. В чем дело, это потом немножко мы попозже разберемся. Хорошо, да? Хорошо. Вот. Но дело в том, что вот на основании этих показателей мы можем, значит, и говорить о ситуации с внешнеэкономической деятельностью. Вот. Но сначала давайте в целом посмотрим экспорт-импорт по Могилевской области.
Давайте. Вот тут у нас все очень положительно. Экспорт прибавил 32,8%. Импорт, правда, опережает экспорт 43,4%. Но в целом положительное сальдо по области почти 800 миллионов долларов. То есть вот в данном случае мы видим на 125 миллионов рост и сальдо. В нынешних условиях я хочу сказать, что экономика Могилевской области в данном отношении сработала весьма положительно. И еще одно соотношение. Доля в экспорте Республики Беларусь в Могилевской области занимает 6,7%, а в импорте 3,8%. Ну и здесь мы с вами видим положительное вот такое вот явление, которое надо развивать и дальше. Давайте посмотрим, с кем выгодно торговать в Могилевской области. Ну, будем оценивать только сальдо и не будем проводить цифры, это займет довольно большое время. Лучше всего нам торговать с Российской Федерацией. На втором месте Украина, Польша, Соединенные Штаты Америки, Литва, Великобритания, Латвия, Саудовская Аравия и Германия. На что хочу обратить внимание. Все наши страны, с которыми мы очень дружим и с которыми не дружим, с ними очень выгодно торговать. Поэтому на сегодняшний день, в прошлый раз мы объясняли ситуацию по Украине. Вот. Сегодня мы с уверенностью можем говорить, что Литва, Латвия и Польша, это те страны, с которыми надо дружить. С кем же по сальдо у нас, скажем так, негативное такое мнение по внешнеэкономической деятельности? Китай. Китай занимает 9-е место у нас в экспорте, а вот по импорту они вышли на 2-е место после России. Далее Италия, Венгрия и Турция. Вот эти страны, которые высасывают с нас экономические соки, то есть валюту. Теперь давайте мы попробуем разобраться с экспортом сельскохозяйственной продукции. Значит, в целом экспорт продовольствия за 10 месяцев составил 11,8 миллионов долларов или 91% к уровню прошлого года. То есть довольно большое снижение по долларам, это минус 4,7 миллиона долларов. Значит, импорт наоборот возрос на 14,8 миллионов долларов. И в целом сальдо по продовольствию составило минус 19,5 миллионов долларов. Вот для многих, когда я начинаю объяснять данную ситуацию, они мне просто не верят. Как так? Беларусь собирается выходить на рубеж 6 миллиардов долларов, а ты говоришь о том, что Могилевская область снижает экспорт, и тем более такая позиция некрасивая по сальдо внешнеэкономической деятельности. Петр Степанович, а каким образом ситуация тогда в сельском хозяйстве оказала влияние на экспорт? Вот давай мы молоко и мясо еще пройдемся. Да? Смотри, молоко. Молоко это же наше все. Значит, экспорт, значит, минус 11,3% к уровню прошлого года. Минус 11. Экспорт мяса, значит, 23,1%. Вот. Но в мясе, понимаешь, там что спасает? Там на 27% возросла цена реализации. Поэтому значит, скажем так, к мясу меньше претензий по работе с экспортом. Теперь давайте попробуем разобраться. Вот ты говоришь, что у нас проблемы с продуктами питания. Да, на самом деле так. Вот даже на хлеб. Я говорю, не я не знаю, Петр Алексеевич, люди говорят, правда это или нет. Многие пишут, даже здесь в чате пишут. Хорошо, Вячеслав, ты транслируешь то, что говорят люди. Поэтому мы с тобой будем эту тему для тебя и для людей рассматривать. Смотрите, каждый день статистика показывает, что у нас продается молока сельхозорганизациями на 2% больше, чем в прошлом году. С одной стороны, куда оно девается? Вот у нас в деревне, например, где я живу, неделю не было молока. Ни Шклов, ни Могилев молоко это не давал. Даже сегодня мы прошлись по магазинам специально, да, вот ассортимент сыров снизился.
это тоже такой показатель очень и очень некрасивый, потому что обычно, когда рассказывают про успехи сельского хозяйства, и в Могилевской области в том числе, нам почему-то демонстрируют успехи в сыропроизводстве. Так вот, смотрите, в магазинах молока нет, то есть в тех объемах, которые раньше были, экспорт упал больше, чем на 10%. Вот. А в чем дело? Не надо далеко в дебри ходить, это прописка. Значит, на сегодняшний день в Могилевской области за 10 месяцев возбуждено 66 уголовных дел как раз по пропискам. Мы начинаем искать виноватых, там, руководителей предприятий. Нет, это не руководители предприятий виноваты. Это виноваты власти. Это вообще виновата система хозяйствования. Не пропишешь, снимут с работы. Вот. Будут ли какие-то выводы по тем людям, которые совершили прописки? Я думаю, что нет. У нас и так кадров нет. Вот представляете, что в Могилевской области дефицит руководителей и в сельском хозяйстве дефицит руководителей и специалистов 18%. Давайте мы еще и этих посадим по тюрьмам или повыгоняем с работы. Конечно же, вопрос производства через приписки, конечно, он заведет некий экономический тупик. Да, он уже завел сельское хозяйство в области, да, наверное, и в целом Беларуси. Вот мы рассматриваем ситуацию с производством, которая трансформируется потом в экспорт. Вот. Ну, а какое может быть производство или какое может быть наращивание экспорта конкретно в Могилевской области? Значит, если по итогам прошлого года за 10 месяцев только 2 района сработали хуже, чем в 2019 году. А в этом году уже 15 районов. Причем мы сейчас будем разбираться по конкретным видам продукции. И я хочу сказать, это система. Это негативная система, я бы даже где-то сказал, преступная система обращения с тем ресурсом, которым дали этой власти природа, люди и прежняя власть. Петр Степанович, то получается, что в каждом районе по-разному ситуация с продовольствием развивается. Я бы сказал, что в целом по Могилевской области у нас каждый район в чем-то негативном отмечается. Вот смотрите, зерно. Провал по валу по всем районам. Единственный только район, который увеличил урожайность зерновых, это Белынежский. На 0,4 центнера. Было 32,4, стало 32,6. Удивительное дело, но Белынежский район получил выше урожайность, чем, допустим, Горецкий район. А там же сельхозакадемия. Да, сельхозакадемия. Там, и плюс шкловские колхозы богатые там, ну, по технике. Нет, Шкловский район мы не будем трогать, потому что Шкловский район, он как раз показал урожайность 40 центнеров с гектара. Вот. Но, опять же, парадокс. Не будем говорить о зерновых, не будем говорить о приписках, хотя, наверное, где-то тоже есть, но, скажем так, не пойман, не вор. Вот. Тут другая ситуация. В кои веки Могилевский район намолотил больше, чем Шкловский район. Раньше всегда первое место, там более 100 тысяч тонн, держал по области Шкловский район. Сейчас на 2-м месте. Как они так допустили, даже удивительно. Ну, у нас часто меняются председатели райисполкому. Сейчас поставили человека на управление районом, который очень удачно занимался территориальными военными какими-то там соединениями. Да? Вот, поэтому ну, он и рулит районом. Хотя не будем слишком быть критически относиться к этому товарищу, потому что ну, его поставят. И еще один показатель – это заготовка кормов. Смотрите, в области только 2 района, Климовский и Краснопольский, увеличили заготовки кормов. А ведь это база, на основании которой будут формироваться показатели по молоку и мясу. Вот. Значит, низкая урожайность пробила 15% брешь, значит, в зерне для кормов. То есть вот считаю, что на 15% больше меньше будет заготовлено комбикорма. И, естественно, хороших показателей в будущем году мы с вами не увидим. Впрочем,
показатели будут хорошие. Январь-февраль, пройдет референдум, и эти показатели, кажется, никому не нужны. Угу. Теперь давайте в животноводстве попробуем разобраться. Значит, в целом по производству молока, если так детализировать, значит, увеличилось на 4,7%. Угу. При этом оно снижено только в 3 районах вот, за 10 месяцев. Скажем так, честь и слава нашим животноводам. Правда, на грани Хотинский и Шкловский еще район, но об остальных мы еще поговорим, этих 3, да? К чести, в кавычках, Могилевской области, Чевостский район занимает последнее место в Беларуси. И в последние десятки... Беларуси, да. Боже мой. И в последние десятки по надоям на корову 5 представителей, достойных представителей Могилевской области. Тем не менее, Могилевская область вышла на 4 место в республике, обогнав Гомельскую и Витебскую область. Можно себе представить, какие там показатели в этих областях. Теперь давайте попробуем разобраться по мясу. Значит, снижено производство почти на 14%. И снижено оно в 10 районах. И вот мы говорили по тем районам, 3 района, которые снизили производство молока. Так они и мясо производство снизили. Глузский район снизил молоко на 1,1%, на 2% производства мяса. Климовичи почти на 7% молоко, на 5% мяса. Костюковичи на 3% молоко и почти на 30% мяса. Да, то есть, если вот, к сожалению, среди районов, значит, Шкловский район, который проваливает мясо Могилевский район. А ведь Могилевский район – это половина производства областного мяса. Вот что там не так? Вот кто-то с этим разбирался? Нет. А вообще, я хочу сказать, мы немножко позже коснемся, что происходит в Могилевском районе, никому не понятно. Половина Могилевского района – это как Чауши, это как Чериков, это экономическая пустыня. Вот, поэтому вот эти вот системные недоработки, которые на сегодняшний день присутствуют в целом в сельском хозяйстве Белоруссии и в частности Могилевской области, они работают с минусом, и мне кажется, что скоро они уже приобретут характер геометрической прогрессии в отрицательном плане. Вы тут сразу ответили своим как бы монологом на многие вопросы, которые задали наши зрители. Я даже некоторые, друзья, не буду повторять, такие как тролл, потому что, Петр Степанович, автоматом вы ответили на многие вопросы. Я только прочитаю от Илоны вопрос. А еще часто, вернее комментарий, а еще часто возвращают молоко обратно в колхозы, потому что оно некачественное, непонятно на каком уровне оно портится. Поэтому потом этим молоком кормят телят. Ну, она приводит пример, что это не со слов, а у нее лично брат работает в колхозе, и он говорит, что вот такие истории очень сейчас распространены. Вы же сталкивались с этим? Сталкивался. Значит, там 2 варианта. Первый вариант – это могут охладительные установки не сработать, очистка может пройти не на должном уровне, и в данном случае виноват, скажем так, колхоз. Вот, конечно, надо идти все-таки по пути рационального использования этого молока. У нас уже так много этого молока. Ведь если посмотреть на молоко, оно все сливается в одно место. И там и первый сорт, там и высший сорт, вот что. Поэтому да, озабоченность... Значит, то есть колхозники стараются, делят его, разделяют по сортам, а их привозят на молокозавод и сливают все в одну бочку? Да, все сливается, вот это высший сорт и первый сорт сливается. Конечно, желательно второй сорт не привозить, но всякое бывает. Это вот преступление, когда второй сорт молока сливается в сенажную траншею или отдается на выпойку телятам. Но есть еще один момент. Как правило, новый руководитель района, он начинает с наведения порядка в районе. Снимает пару там, 3-4 руководителя самых строптивых, вот что, и показывает, что он тут хозяин. Дальше дает задание поднять качество принимаемого молока.
И вот при мне было это Вендорож, когда я курировал Могилев-Энерго совхоз Вендорож, и пришел там новый начальник управления сельского хозяйства в Могилевском районе. Ну а что, завернул молоко второго сорта обратно в этот совхоз. Мне пришлось выходить на председателя исполкома Могилевского, и он с этим делом молодец, он разобрался моментально, и больше таких возвратов не было. То есть есть еще дурь руководителей различного уровня. Председатель исполкома, начальник управления сельского хозяйства. Поэтому озабоченность нашей собеседницы я поддерживаю и скажу так, не всегда виноваты колхозники в том, что молоко плохого качества. Ну вот вы говорите не всегда, а вот еще один человек прямо вот тоже пишет, что есть опыт, что возвращает молоко, потому что находят антибиотик. Потому что доярка подоила корову, которая на лечении, и в общий холодильник отправила вот эту порцию. Это беда белорусского сельского хозяйства. И еще например, да, даже в России метронидозол не используют для лечения скота на откорме. У нас колят, у нас не думают про будущее, не думают про мясокомбинаты, не думают про экспорт. Вот, там это все бракуется. Это один из вариантов. Второй вариант. На лечение скота. У нас очень много больного скота. У нас даже корова в Среднем Могилевской области используется при лактации вместо 8. А есть же районы, где 1 год, где 1,5 года. Но, тем не менее, больных коров вот спасают антибиотиками. Конечно, эти антибиотики проникают значит, в молоко, и таким образом вот тут прав молокозавод, что он не принимает это молоко, потому что это молоко становится отравой для некоторых категорий населения. Вот. Я имею в виду, что многие люди не переносят антибиотики, они могут их просто-напросто убить. Поэтому, опять же, виновата система хозяйствования. Да. А вот такие, как молокозаводы, как в Горках, не берут такое молоко, а в Могилеве берут, в приказном порядке там просто берут. Почему Горки не берут, а Могилев берет? Здесь в чем беда? Ситуация с собственностью, да. Могилевские Горки – это частная структура, которая ориентирована на экспорт в Россию. Вот, поэтому они поставляют местную торговую сеть и гонят молоко на Россию. Ну, какое же молоко сейчас смешивается? Поэтому принял, значит, плохое молоко от одного хозяйства. Считаю, что тонн 20-30 молока испорчено, и оно испорчено, но останется для потребления местными жителями, но никак не даст экспортную выручку. Та же самая ситуация в Шклове. Это вот 2 молокозавода, которые не входят в состав бабушкиной Крымки. Кстати, в Шклове загибается российско-французская фирма Данон Шклов, которая перекупали в местном маслозаводе молоко, перерабатывали и отправляли. Отправляли куда выгодно. И в Шкловскую корону, и в основном-то в Россию. Вот. Поэтому вот ситуация сложилась, когда да, вот Горки они молодцы. Вот надо отдать должное. Вот я просто знаю, что даже в Могилеве, Петр Степанович, извините, перебил вас, плохо слышно. Знаю, что могилевские ходят в магазины местные и смотрят, а горецкое молоко было сегодня? Нет, было, уже нету. И берут остаток. Поэтому утром надо приходить, чтобы взять горецкое. Вот вам работает частная собственность. И мне надо особо связаться. Вот и пример. Смотрите, конечно. Петр Степанович, вот буквально мой вопрос озвучили сразу 2 наших подписчика. Ну, прочитаю на білоруській мові питання від Надії Соловйової. Хутка будуть картки на харчі, як у війну. Так кажуть, що, мабуть, будуть картки. І, спадар Петр, ви думаєте, це реально ці ні? У яким випадку вводяться картки? Розтлумачте, будь ласка. Значит, ну, на русском языке буду отвечать, талоны, да? Талоны, введение талонов не имеет экономического смысла. Это однозначно. Мы уже их попробовали в 90-е годы, но они вводились тогда с целью ограничения вывоза товаров за границу. В первую очередь, это промышленные товары, значит, в Польшу, это продовольственные товары в Россию. Вот. На сегодняшний день вокруг
производится достаточное количество продуктов питания, особенно там Украина. Вот. Литва, Латвия, Польша, само собой, но ведь Россия подтягивается. В России частный сектор все более и более заявляет о себе. В России уже не надо мясо птицы нашей, не надо яйца. Значит, они наращивают объемы производства молока. Значит, ну, свинину их подрывает африканская чума свиней. Вот, поэтому вот, если есть смысл введения карты талонов в ограничении экспорта подпольного, смысла нет абсолютно. Но вот эти вот разговоры, я хочу сказать, это для белорусов, ну, я уже смотрю, что мы уже такие бедные, такие уже убогие, что нам надо и продукты питания выдавать по талонам. Это симптом краха сельского хозяйства Беларуси. Смысла нет, но чиновники могут это сделать. Да. Карточек не будет, но вы держитесь по-любому. А скажите, пожалуйста, Петр Степанович, а какую роль, вот хотя бы процентное соотношение в этом играют вот рынки, колхозные рынки? Я понимаю, что ситуацию они не спасут, но там же все есть и хорошего качества, там же везут все практически из дома. Даже брать и картошку. Что как спасут? И что как спасут? Спасут? Вот смотри, до тех пор, пока на рынке торговали частники картошкой большими объемами, цены в магазинах на картошку не держались. Они держались 90-е и 10-е годы до нынешних времен. Но замечено, что как только значит, поставки частнику картофеля на рынке сократились, моментально взлетели цены на картофель в магазинах. И на сегодняшний день цены на картофель, они лидеры по приросту цен, да? Вот, картошка лидер по приросту цен. Только потому, что снизилось влияние, ну, как их раньше называли, колхозных рынков. Вот. К сожалению, на сегодняшний день с молочными продуктами, ну, такого, скажем так, потока продуктов молочных в город нет. Почему? Потому что нет смысла. На сегодняшний день там 2-3 коровы остались в деревне, и хозяева просто раздают это молоко по соседям по цене там в 2, а летом, когда к нам, например, дачники наезжают, в 3 раза дороже, чем закупочные цены государственные. Но что касается мяса, зайдите на сегодняшний день на рынок, есть свинина, есть говядина, и они как-то вот, ну, поддерживают баланс цены на мясо, живое мясо, да, в магазинах, вот, и на рынке. То есть в данном случае колхозный рынок напрямую влияет на ценообразование. А вот уже когда мы смотрим на цены на колбасу, ну, вообще на переработанное мясо, здесь, конечно, ну, влияние ослабевает колхозный рынок. Так что, с одной стороны, и еще зерно. Резко сократилось производство зерна в личноподсобных хозяйствах. С другой стороны, и купить-то его негде. Вот на рынке только можно и купить у фермеров. А вот, например, выписать в колхозе, извините, это проблема и проблема. Вот. Поэтому определенная взаимосвязь между состоянием колхозного рынка и цен в торговле, она, естественно, присутствует. К сожалению, меняется в худшую сторону. Вот, Петр Степанович, перед моим отъездом из Могилева я заметил такую тенденцию, что были магазины фермерские, частного там, характера предприятий, где продавали мясо, куриное, свинина, там, вырезки, и они были дешевле, чем даже на рынке и в магазинах государственных. И эти магазины просуществовали, их несколько точек было по центру, около года. Они имели огромный спрос. И почему-то они закрылись. Я не верю, что они обанкротились, потому что там всегда все продавалось. Там практически к вечеру ничего не оставалось. Почему закрываются эти частные магазины? Потому что они портят общую картину ценовую для власть придержащих, то есть для торговых. Конечно, ну, магазины... То есть им предлагают, им намекают закрываться, то есть уехать с этой точки? Нет, ну что вы, ну кто-то будет намекать. Самая страшная организация, которая может воздействовать на рынок, это санстанция. Пришли, оштрафовали, и они всегда правы. Кстати, они правы, да, потому что
но определенный элемент антисанитарии присутствует. Так вот, в самом деле, даже на сегодняшний день, вот на привокзальном рынке города Могилева такие магазинчики существуют. И в самом деле, Вячеслав, у тебя наблюдение весьма и весьма жизненное. С утра очередь, цены приемлемые, к вечеру магазины пустые. Это сохранилось до сих пор. Я сам по утрам ходил, мне надо было собаке вырезку купить. Там, я сам утром ходил, я уже просил, говорю, оставьте, пожалуйста, и там на работу или просплю. Очень-очень были хорошие магазины. А потом в один день прихожу, нет магазина. Пошел на второй, нет магазина. Спрашивают у нас наши чатовцы, ці будуть голодные бунты в Беларуси? Питание от Надеи Соловьевой. Я думаю, что бунтов таких не будет, потому что, ну, все-таки у нас продукты питания не производятся, они в магазинах имеются. И вполне возможно, что сократится ну, какой-то там ценовой диапазон цен, допустим, вот у нас редко бывает кровяная колбаса, да? Вот есть колбаса ливерная, но, видимо, качество ее упало, поэтому люди не особо ее берут. Вот. Поэтому вот какие-то виды продукции, да, они могут просто-напросто пропасть. Но особенно если мы померимся с Украиной, я думаю, что нас завалит продукцией и бунту как такового. Не думаю, что сейчас нас будет заваливать что-то Украина. Что-то не очень хорошо товарищ один отзывается об Украине и признал Крым, и Рим, и маргарин, и все на свете. Скажите, пожалуйста, вот хорошо, конечно, мы умеем это дело осудить, покритиковать, высказать, а вот на самом деле, как выйти из этой ситуации? Есть ли варианты? Вот опять же хочу на вас возложить этот груз ответственности и, допустим, что бы вы сделали, чтобы вот спасти вот ту ситуацию, о которой мы говорим сейчас, о потерях этих многих, и 11% молока, и 23 мяса и так далее. Какие есть выходы из этой ситуации? Учиться украинцу, как надо жить и работать. Вот при Зеленском, кстати, валовый продукт Украины достиг почти 200 миллиардов долларов. Это рекорд в истории Украины. Поэтому, если кто-то в нем видит клоуна, я в нем вижу очень успешный менеджер. Второе. Украина производит больше всех зерна на душу населения в Европе. И вообще Россия в Украине воспитала очень высококонкурентную экономику. Поэтому Европа боится эту Украину пускать к себе. Порвут они Европу, Украину. Поэтому надо учиться. Но что у них сделать? Частная собственность. Но у нас частная собственность 30% только. Фермеры 3%. Так 16% лесноподсобное хозяйство. Крупное товарное производство частное где-то 10-11%. Ну а на сегодняшний день мы не развернем экономику так быстро в сельском хозяйстве, чтобы завтра мы уже с улыбкой заходили в магазине и по ассортименту, и по ценовому показателю. Что надо сделать? На мой взгляд... Так у нас нет этого завтра, Петр Степанович. Нету. Вот сейчас мы с тобой это завтра и нарисуем. Не, ну при сегодняшней власти у нас нет этого завтра. О чем мы сейчас говорим? Поэтому и наши слушатели и правильно спрашивают, а что, будут карточки, будет голодный бунт? Мы скатываемся вниз. Вячеслав, я как-то уже тебе говорил о том, что нынешняя власть, она временная. Пройдет некоторое время, она уйдет. Она сама, возможно, даже сама уйдет, хотя, глядя на Корею... Ну да. Ну вы знаете... Вот эта история, я беременна, но это временно пока не про Беларусь. Мы знаем, 9 месяцев и все. А здесь сколько месяцев? Тем не менее, мы пришли к ситуации, что с сельским хозяйством надо что-то делать. Первое, что надо делать, это развитие сырьевых зон по всем видам продукции. То есть на сегодняшний день необходимо укреплять финансы сельхозорганизаций. И надо на сегодняшний день, я уже говорил, минимум 5 раз увеличить дотации. Ведь сельское хозяйство гроши сегодня получает. 1,5 миллиарда рублей на сегодняшний день к концу года будет. Ну, это где-то 600 миллионов долларов. А ведь когда-то и 2 миллиарда получало сельское хозяйство. Поэтому дальше.
Петр Степанович, подождите секундочку. Я понимаю, что дальше и многие сейчас начнут писать, что я перебиваю. Но вы, по-моему, не начали не с самого главного. По-моему, надо менять половину. К главному подойдем. Начать надо менять руководителей, те, которые сидят на этих колхозах в сельском хозяйстве, руководители. Наверное, с этого смысл-то сейчас вводить. Ни в коем случае. Еще и ни в коем случае. Ни в коем случае. Вячеслав, это люди, которые имеют опыт управления, опыт организации, опыт, технологический опыт. Давайте их поменяем. На кого? Опыт. Значит, минус 11, минус 23, минус 32. У меня все ходы записаны. Минус 43. Да. Ну и не что? Вините солдатов, не вините только солдата в том, что он оставил город. Не надо. Командиру тоже надо глядеть. Поэтому надо сверху разбираться. Поэтому давай мы потихоньку подойдем. Давай потихоньку подойдем, что надо сделать. Итак, развиваем сырьевые зоны. Второе. Укрепляем финансы сельхозорганизаций. Третье. И вот тут мы с тобой должны быть, где-то проявить единодушие. Надо реализовать преимущество лично подсобных хозяйств. Если это что возможно. Почему? Потому что они на сегодняшний день самое эффективное звено в производстве сельскохозяйственной продукции. Далее. Фермерское хозяйство. 3% площади, 2,6% производства продукции в целом, значит. Но они более эффективны. И у нас есть сильное фермерское хозяйство, большие фермерские хозяйства, допустим, в Пскове есть, в Могилевском районе есть. Вот. И есть уже опыт присоединения убыточных хозяйств. Вот. И отличнейшие результаты после присоединения. Но один минус. Они не производят животноводческую продукцию. Поэтому надо создать такие условия, чтобы к сильным фермерским хозяйствам присоединить колхозы с возможностью производства молока и мяса. То есть мы в данном случае потенциал частной собственности задействовать. Дальше, более того, то есть если завтра это делать, вот что не думай, что там через 10-15 дней, а именно завтра. Дальше, я считаю, что надо фермерам вообще раздать депрессивные районы. Чаусский, половину Могилевска, Краснопольский, полностью половину Мстиславска, Костюковичка. А им это надо? Надо, вы у фермеров спросите, им надо убыточные эти страшные районы? И все ли вот эти, которых, я знаю, о чем вы говорите по поводу того, что прикрепить плохие, отстающие хозяйства, прикрепить к лучшим. И не всегда. Вот Сипакова, газовик Сипакова, вы же там живете в этом районе. Что, насколько стало лучше работать колхоз? С ног на голову перевернули. Рентабельность. Вы ходили туда, слушали эти собрания, подведение итогов? Рентабельность какая после того, как присоединили газовик Сипакова? Газовик Сипакова сейчас одно из передовых хозяйств Могилевской области. Точно так, как и Вендор из Могилевского района, точно так, как хозяйство в Осиповицком районе, которое Белшине передали, точно так, как бабушкины Крынки в Хотинском районе передали, поднимается с колен, и вот Белынский район, почему поднимается? Потому что там есть новая Друдь, которую передали, бабушкины Крынки, там и остался один колхоз, который долго Лопатенко возглавлял, и на сегодняшний день он, скажем так, определяет экономическое лицо Белынского района. Надо передавать, надо использовать этот вариант. Кстати, промышленность нехай делится своими прибылями. Вот что. Но должны быть условия. Обнулить долги, фермерам дать, которые бесплатно дать трактора, удобрения, бесплатно кредиты дать, семена дать, чтобы им было с чего начинать. Конечно, выражено все, что можно в сельской местности. Вот, поэтому да, на сегодняшний день надо как-то развивать и государственное производство, но и давать возможность развиваться частным предприятиям. Вот опять еще один момент. Да. Вот, я думаю, ты тоже со мной согласишься. Вот недавно, буквально вчера, поставили новых руководителей района.
Он работал там замминистра, там замначальником милицейского, в основном, да, силовые структуры. Так вот, сельским хозяйством должны управлять не силовики, а специалисты, которые могут взять и не возьмут ответственность за будущее сельское хозяйство, не мешает. Это ужас какой-то, это какой-то ужас, силовики. Как они там, на каком уровне там будут, не додали молока коровы, они коровам будут протокол выписывать, там, допрос вызывать. А может даже кого и расстреливать уже начнут. Вот. Сегодня можно что угодно ожидать. Я скажу, что не очень в этом плане меня обрадовали. Петр Степанович, заканчивая нашу программу, хотел у вас спросить, ваш прогноз по поводу вот этих 66 уголовных дел по припискам. Сколько из этих 66 доведут до финала? Или это тоже, как вы говорите, обнулят все, и никто за это не ответит? Нет, не обнулят. До финала доведут, но уровень ответственности. Если они резали скот, значит, продавали частникам и ложили эти деньги в карман, этих людей посадят. Вот. Потому что надо на примерах этих людей, скажем так, наводить дисциплину. Приписки рознь. Одно дело приписка, конечно, второе дело зарабатывать на этом деньги преступным способом. Понятно. Да, дальше выражается скот. Значит, таким образом, что, допустим, надо срочно купить запчасть какую-то. Стоит комбайн. И это не комбайн-класс, который две недели в учхозе БСХ простоял за гидравлического шланга, который потом оценили в 4000 евро. Просто надо денег. Поэтому зарезали, отдали деньги в кассу, поступили, на эти деньги закупили запчасти. Есть еще одна ситуация, очень вредная для сельского хозяйства. Идет падеж, идет прирезка, заставляют колхозников выписывать скот на себя и таким образом скрывать падеж и прирезку. За это тоже надо следить. И я думаю, что эти люди сядут. Вот две категории людей, остальных я бы не трогал. Ну, было бы интересно со временем, конечно, подвести итоги по этим 66 делам. Очень интересно, потому что на самом деле рука руку там моет, и вот и Ольга Воронец у нас пишет, пока принципы коррупционных связей верховодят. Ну и последние, наверное, вопросы, не могу не зачитать от наших подписчиков. Достаточный процент населения достаточный ли процент населения готов уйти в сельское хозяйство? Это же ведь тяжелый труд, а большинство предпочитает полегче и побыстрее. А вы говорите, только фермеры нас спасут. Сколько у нас осталось этих трудяг, фермеров? Ну, кстати, фермеров у нас не так много. Вообще в сельском хозяйстве у нас работает, значит, очень небольшое количество людей. 7,8% работает от всего экономически занятого населения. Но мы должны отталкиваться скорее не от этого, от эффективности работы за границей. За границей там вообще работает 3% населения. Вот, наверное, к этому, да, и это фермеры. Наверное, вот если мы дойдем до этого и параллельно будет нарастать объем производства сельскохозяйственной продукции, мы скажем сами себе, что поставленная нами задача выполнена. Да. И это ж фермеры, это ж свободные люди. Это же как душой и всем. А Надея Соловьева пишет, але диктатуры не потребны незалежные люди, свободные люди. Ну, она права. Ну и 100%. И по этих 66 дел тоже права. Она пишет, что праз год-два выпустять и призначить кіраўніком чагосьці зноў. Выкупиться, откупиться. Это же не простый человек, який буде сидеть 5 годов за плакат, на яким нічога не написано. Вось. Таких прикладов шмат. Дякую, сябры, вельмі цудоўная размова. Я только читаю по-белорусски, начинаю размовлять по-белорусски. Огромное спасибо, друзья, кто был сегодня на эфире, кто поддержал. Опять же, вам, Петр Степанович, огромное спасибо, что не покидаете и делитесь такой ценной информацией, что касается сельского хозяйства и промышленности, потому что, действительно, этим надо уметь владеть. Я, если честно, перед вами снимаю шляпу. Ну и перед вами тоже, дорогие зрители и наши чатовцы. Увидимся в следующей программе. Я надеюсь, я очень хочу в это верить, что мы будем с вами хотя бы раз в неделю, может в 2, делать такие интересные программы про сельское хозяйство и промышленность, про экономику, производство и так далее. Всем добра, здоровья в это тяжелое время.
Вы были на канале 6 ТВ. У нас в гостях был Петр Мигурский. Я Вячеслав Сикора. До новых встреч. До побачення. До побачення.